ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 17:00 универсальный спортивный комплекс, чемпионат России по мини-футболу, 8-й тур Суперлиги. Ухта принимает подмосковное «Динамо». Местный клуб-новичок в элитном дивизионе сейчас замыкает турнирную таблицу. Гости возглавляют этот список. Кроме того, являются 9-кратным чемпионом страны, обладателем Кубка России, УЕФА, а также межконтинентального кубка. Накануне со счетом 8-4 сильнее оказались гости. Зрелищности добавили некоторые эксперименты тренерского штаба «Динамо» с составом. Очень хотелось, чтобы все футболисты сразу приняли участие в игре. Я это не очень люблю и почти никогда это не делаю. Но вчера мы как раз так и начали матч, что каждый из футболистов практически сразу выходил на площадку. Но так и пошла игра, мне эта ситуация не понравилась, и поэтому практически сразу мы ее и свернули. Это не касается, что непосредственно там Ухты, неважно, у нас очень высокого класса футболисты, и, конечно, они должны показывать уровень, неважно, в каких сочетаниях они выходят. Сегодняшний матч проходит столь же динамично. Счет открывают гости уже через 15 секунд игры. Высокая скорость и малое количество фолов. После первой половины встречи на табло 3-1 ведет «Динамо». И сегодня «Динамо» провело намного мощнее. Первый тайм, по крайней мере, точно. И сегодня Фернандау играл очень сильный игрок. Против него тяжело было достаточно. Вряд ли мы справились с этим. Испанец Фернандау за свою карьеру забил более 400 мячей. Отличился и сегодня. Однако ярче выступил Сирило. Он записал в свой актив хит-трик. Самый результативный игрок Ухты Максим Смирнов. На его счету дубль. Также голы забили Антон Рудых и в свои ворота Александр Кузьминых. Смена голкипера на 5-го полевого не принесла ожидаемого успеха. Итоговый счет 9-3. Победу одержала «Динамо». У нас куча ошибок, что в игре в обороне, что в игре в атаке. У нас сегодня совершенно ничего не получалось. Неудачно, мягко сказать. Мы сыграли сегодняшнюю игру. К сожалению, не подошли мы должным образом по настрою, по качеству игры. «Динамо» нам фактически не дало ни единого шанса сегодня. Они действительно грамотно подошли к нашей игре, не дали нам ни единого шанса для того, чтобы зацепиться по счету. Гости говорят, Ухта не самый сложный оппонент. Отсюда рваная игра. Где-то не добежали, где-то не доработали. Но, несмотря на разницу в классе, никаких поблажек не было. Я считаю, по счету никакого снисхождения не было. Так что все выкладывались, я считаю, на полную, кто выходил на площадку. Все выкладывались, все старались. Не сказал бы, что совсем уж расслабилась. Это такая же команда Суперлиги, в принципе. Конечно, новичок, им сложнее. Любая игра за них, в принципе, и деньги платятся, и очки даются. Так что настрой, я считаю, был, в принципе, достаточно у всех. Конечно, чего-то не получалось, но в итоге все-таки сложилось все в нашу пользу. Следующие матчи Ухта проведет на домашней арене. В рамках Суперлиги и 1/8 финала Кубка России наш клуб сыграет против Синары из Екатеринбурга. Матчи пройдут 30-31 октября и 2 ноября.